Власти назначили Эрзянам альтернативного Инязора. Ряд российских пропагандистских ресурсов опубликовал информацию о выборах эрзянского Инязора, которые состоялись 24 июня в Национальной библиотеке имени Пушкина в Саранске. Мордовские чиновники не стали выдумывать велосипед и создали параллельные представительные органы Эрзянского национального движения Атянь-Айзем, Совет старейшин, в котором 20 членов вместо 18, как в традиционном Атянь-Айзем. Инязора, которого выбирают в библиотеке Пушкина вместо Раскень-Оскс, национального моления. Положение, которым руководствуются национальные представительные органы. Остается неясными судьба Промкса, национального съезда, и Видекуро, суда, который разрешает споры внутри национального движения. Среди участников альтернативного Атянь-Эзем замечены преимущественно работники бюджетной сферы: Татьяна Ларина, Анатолий Баргов, Геннадий Дулкин и другие. Пропагандистская помойка «Известия Мордовии» сообщает, что в результате проведенного в библиотеке Пушкина мероприятия Инязором назначили артиста Государственного русского драматического театра Республики Мордовия Сергея Адушкина. Примечательно, что на подконтрольных властям сайтах написали о прошедшем Атянь-Эзем и об избранном Инязоре, взяв эти названия представительных органов в кавычки, видимо, осознавая реальное положение дел. Ошибка перепечатана сразу на нескольких сайтах, видимо, перекочевав прямо из разосланных методичек. Гори оно огнем. Все больше чиновников в Российской Федерации отказывается тушить пожары, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. Казалось бы, это сатирическая новость. Как власти на местах могут отказываться тушить пожары, если они сидят даже не в Кремле, до которого точно огонь не дойдет, а в непосредственной близости? Конечно, может, если эта власть оккупационная. Так, в Краснодарском крае комиссия по предупреждению и ликвидации решила не тушить пожар в Эвенкийском, Усинском и Туруханском лесничествах. За неделю после принятия этого решения площадь пожаров возросла с 93 гектаров до 5600. С этим тоже никто ничего не собирается делать. Похожая ситуация на Чукотке, где уже горит 36,1 тысяча гектаров, Якутии 5662 гектара и Магаданской области 2201 гектар. В какой-то момент эти господа посчитают и решат, что выдавать пенсии, оплачивать врачей и учить граждан тоже невыгодно. Ну а мы, конечно, как всегда, затянем пояса и еще немного потерпим. В России растут займы до зарплат. Высокая инфляция и замедленная индексация зарплат заставляют россиян прибегать к срочным займам. Еще 2 года назад на срочные ссуды приходилось около 6% рынка, а в 2022 году уже более 10%. Причем даже работающие люди, формально сохранившие уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения. Россиян все активнее подталкивают к верному способу улучшить свое материальное положение – участие в спецоперации. Известный российский оппозиционер, журналист и блогер Илья Кашин считает, что война против Украины демонстрирует неравенство народов России, причем не в пользу русских. Нам известен факт формирования национальных формирований в Татарстане, Башкирии, которые и воюют на особых условиях и финансируются на особых условиях. Известна история, как южно-осетинские соединения отказались воевать, столкнувшись со смертельным риском. И ничего им за это не было. Есть и чеченцы, которые немножко в стороне от войны. Они собирают всевозможные награды и снимают при этом тиктоки. При этом они минимально рискуют жизнями. Русских не жалеет при этом никто, заявил Кашин.
Адриан Николаев – легендарный космонавт из Чувашии, который вошел в первую тройку советских людей, покоривших космос. Известен как первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Для съемок фильма о детстве Адриана Николаева ищут мальчика славянской внешности. При этом в требованиях также значится знание чувашского языка. Странное сочетание. Почему сразу не русской? Будут ли на кастинге замерять череп на соответствие чистоте расы? Спрашивает телеграм-канал «Сердитая Чувашия».